приходом в мэрию Якутска Дмитрия Садовникова ничего в жизни города не изменится. Почему? Потому что, и это самое основное, да, эти люди, которые сейчас вообще находятся во власти, да, ну не только у нас в республике, а вообще по всей стране, не приходят для того, чтобы работать. Они приходят для того, чтобы давать власти воровать вышестоящим, да, начальству вышестоящему. И сами, значит, обогащаются тоже на своих должностях. Больше никаких функций у них нет. Садовников то же самое. Многие говорят, что вот Садовников единственный человек, опытный и, в общем, знающий, очень долго работал, в ЖКХ работал, в мэрии работал, Сайсарский округ возглавлял, не понаслышке знаком с проблемами города. Ну да, знаком-то он знаком. А что он делает? Что он сделал для города, работая в мэрии при Айсене Николаеве, и что он сделал для республики, будучи министром ЖКХ, будучи первым зампредом правительства, что он сделал? Когда он был, кстати, недавно прямая речь была Айсена Николаева, и Айсен сказал, вот, припомнил акцию «Вывоз кузов» называется, по-моему, когда они собирали вот эти брошенные автомобили со всего города и куда-то их сдавали на утилизацию, по-моему, да? Единственное, что Айсен про него сказал, единственный результат, которого добился Дмитрий Садовников. Когда он еще работал при Айсене Николаеве в мэрии, Айсен Николаев ему лично давал распоряжение, чтобы Садовников занимался мусором, вопросом вывоза мусора со стихийных свалок. И что? Результата никакого не было. Мусорные вопросы в республике, в Якутске вообще не решился тогда. Садовников обещал построить мусорный полигон новый. И что? Есть мусорный полигон? По-моему, его до сих пор нет. Садовников потом, когда, будучи министром ЖКХ, должен был заниматься конкретно ЖКХ. Ладно, я уже не говорю, да, там был большой скандал с с компанией Экосити, которая зарегистрирована была в Эстонии. И Садовников закрывал глаза на то, что эта компания не выполняла своих обязанностей, да, и тогда Садовникова типа отстранили от должности. Ну что, справился он обновился, может быть, как-то у нас система ЖКХ, может быть, у нас, я не знаю, там поменяли все вот эти сети. Нет. То есть вопрос ЖКХ, будучи министром ЖКХ, Садовников не решил. В 2021 году он пришел как зампред правительства в республику. В 2021 году летом, уже после того, как он пришел, были большие пожары в республике. Справился он с этими пожарами. Он все время возглавляет комиссию по чрезвычайным положению, ситуациям в республике. Не справился. Сколько было паводков с того времени, да, все время у нас то Алекминский, то Верхоянский, то Аймиконский улус топит. Справился он с этим? Нет, не справился. Даргылах у нас, часть Якутска, она под воду уходит. Каждый год на протяжении уже, там, я не знаю, 20 лет больше, наверное. Справились они с этим вопросом? Нет, они не справились. Не справились. Кто такой вообще этот Садовник? Человек, который, это человек Айсена, который прикрывает, грубо говоря, зад Айсена. Ничего не делает, абсолютно делает вид бурно, что он вам, как это называется, имитирует бурную деятельность. И да, он выезжает, ездит туда-сюда, котельные открывает. Да. Но результатов-то нет никаких. В итоге в 26 году к чему мы пришли? К чему мы пришли? Все время говорим, что большие проблемы с ЖКХ у нас сейчас.
Садовников за этот вопрос отвечал много лет. Ничего не решено. Ничего не решено. И, кстати, вот говорят, что, дескать, его понизили в должность. Ну да, формально его в должности понизили. Но я думаю, что зарплату-то ему повысили. Он не будет получать там 200 тысяч, как Мэржени получал. И он даже не будет получать такую же зарплату, какую он получал, будучи зампредом правительства первым. Он будет получать больше. Самая большая у этих вот людей, у чиновников российских, самый главный вопрос вообще в их жизни, это чтобы их кошельки не пострадали при переходе на ту или иную должность. Вообще их карманы должны всегда, их зарплаты, карманы должны быть всегда полными, а зарплаты должны неуклонно расти. Да? Я вот думаю, что, скорее всего, Садовникову предложили зарплату выше, которую ему платили в правительстве. Ну, понятно, что в конвертах заносим, да? Лично Айсен ему там предложили. Так же, как когда-то Сардани отвалил столько денег, что ей хватило на должности в Госдуме. В Государственной Думе, да, она стала депутатом от новых людей. Вот Айсен столько ей заплатил, чтобы она покинула кресло мэра Якутска. Отступные, я не знаю, Жене дали ли отступные, скорее всего, его, ну, может быть, что-то дали, но я такое ощущение, что его просто прокатили по всем статьям. Это Садовникову, человеку Айсена Николаева, который с ним уже на протяжении не одного года вместе идет, да, рука об руку, что называется. Я думаю, что Садовникова не обделили, а предложили ему очень хорошие деньги за то, чтобы он возглавил город. Но ничего в Якутске не изменится с приходом Садовника. Мы с вами это увидим через какое-то время. Он будет опять изображать бурную деятельность, будет опять выезжать на объекты. Зимой, если будет случаться какие-нибудь аварии в ЖКХ, будет туда ездить, будет со снегопадом бороться, да, как вот обычно это. Вот сейчас он только вышел, уже на улице выехали машины, которые откачивали лужи. Ну вот это все, да, это все будет. А по большому счету ничего не изменится. Понимаете? Вот в чем дело. Садовников никаких в плане управления. Такой же, как Айсен Николаев. Айсен Николаев абсолютный ноль, даже, наверное, ниже, чем ноль в плане управления республикой. И Садовников такой же. Ну, смотрим, наблюдаем, но понимаем, да, что вся вот эта вот мышиная возня вокруг этих перестановок. И, кстати, да, посмотрите, всего 2 кандидата было на пост мэра Якутска, представил Айсен. Всего 2 кандидата. Один Садовников, второй, не помню, как его зовут. Я думаю, что вы тоже не знаете, как его зовут. Вот. Почему? Потому что там нет никого. Там не из кого выбирать. Выборов нет. Люди не изъявляют своей воли, не предлагают своих кандидатов. Ни одна партия не смогла предложить своего кандидата. Вот. И поэтому просто не из кого выбирать. А если бы кто-то и был, если бы кто-то был, да, то в этом случае просто Айсена бы не было. Айсена бы не было. Айсен вместе, вслед за Путиным и за властью российской, они привели нашу республику к тому, что у нас просто, у народа просто уже нет возможности выбирать. Они лишили людей выбора. Вот. И поэтому теперь будут назначать всех тех, кто лояльный, всех тех, кто не задает вопросов, всех тех, кто дает просто воровать, грабить республику. Вот и все. К сожалению, это так.